Юрий из Бреста задает. Сергей Альбертович, по вашему мнению, вскрытие гроба Господня может иметь последствия, аналогичные последствиям вскрытия могилы Тамерлана? Ну, понимаете, вот когда вскрыли могилу Тамерлана, началась Великая Отечественная война, но ведь она была запланирована гораздо раньше. Так что вот так прямо связывать эти события нельзя. А связывать эти события надо в том плане, что это вскрытие происходило совершенно намеренно, с тем, чтобы затем на основании вот этого вскрытия произвести радикализацию событий на Ближнем Востоке. Ведь что сейчас делается на Ближнем Востоке? ИГИЛ, как известно, был создан спецслужбами США и Израиля, а само название ИГИЛ или ISIS по латинской терминологии – это Israeli Secret Intelligence Service. Это что такое? Это первоначальное название организации Моссад. А Моссад был организован МИ-6, в свою очередь. Так что, когда множество людей на Западе узнало расшифровку этой аббревиатуры, тут же появилось новое название этой организации. Кстати, руководят этой организацией офицеры Моссада. Так вот, что делается с помощью ИГИЛ? Можно посмотреть, что вся территория действия ИГИЛ, она совпадает с территорией будущего Великого Израиля. То есть расчищается территория с помощью организации войн между суннитами, шиитами и другими подразделениями. В общем, это такая война всех против всех. К сожалению, туда ввязалась Россия. Было бы здорово, если бы в православной церкви оказался такой человек, как в свое время Распутин. Ведь Распутин, хотя он был и не представителем, так сказать, традиционной православной церкви, он был из старообрядцев, он ведь на коленях стоял перед Николаем II и говорил ему, что нельзя вступать в войну. Это было в 12 году. Если бы он такое сделал в 14 году, то возможно бы, что масштабы Первой мировой войны были гораздо меньше. Но Россия ввязалась, вот и сейчас она ввязалась в эту войну. А ведь цель этой войны – это что? Пришествие Машиаха. И был такой Веленский Гаон, гений еврейской мысли, который является, кстати, предком теперешнего премьер-министра Израиля Нетаньяху. Так вот, он говорил, что когда русские возьмут Крым, время пришествия Машиаха приблизится очень сильно. А когда русские корабли войдут в Константинополь, то Машиах придет немедленно. Так что вот задача Нетаньяху и у всех вот этих сионистских сил состоит в том, чтобы втянуть Россию в войну с Турцией. И вот присоединение Крыма было сделано полностью в соответствии с этой программой. Ну а дальше надо добиться того, чтобы Россия затеяла войну с Турцией и вела свой флот в Константинополь. Ну а дальше уже будет пришествие Машиаха. Но на самом деле вот есть такой китаевед Андрей Девятов. Он, в общем, достаточно убедительно показал, что главная цель направления вот таких наших военно-морских сил, оснащенных комплексами там С-300, С-400, состоит в том, чтобы поставить зонтик на территории Израиля. То есть предполагается, что в нужный момент Россия поможет системам ПВО Израиля для того, чтобы Израиль нанес сокрушительный удар по Ирану, и чтобы Иран не дал ответных действий. Но сейчас, как вы видите, в Сирии идет борьба всех против всех. Ну и вот на фоне вскрытия гроба Господнего возможна такая ситуация, когда Израиль решится на радикальный удар против Ирана.
Ну, а ведь Израиль на самом деле, ну, израильские ястребы, я не говорю о израильском народе, потому что там разные настроения у народа. Ведь они, израильские ястребы, прямо радуются тому, что происходит в Сирии, что происходит такая междоусобная война, которая, по сути дела, превращает Сирию в пустыню. То есть неважно, там Асад, не Асад, там кто будет руководить Сирией, главное, чтобы превратить Сирию, некогда цветущее государство, в пустыню. Вот задача этих сил. Так что вот вскрытие гроба Господнего открывает, ну, согласно пророчествам, вот такую эскалацию событий на Ближнем Востоке и последующее пришествие Машаха.